60-м годам XIX века Российская империя достигла своего максимального роста. Ее владения начинались на Аляске, а заканчивались в Польше. С севера ее ограничивали льды Арктики, на юге – знойные пески Туркмении. Занимая 1/6 часть земной суши, Россия влияла на международную политику почти во всех уголках мира – в Европе, Северной Америке, Китае и на Ближнем Востоке. Как создавалась эта огромная держава и в чем ее принципиальное отличие от других империй? За образованием любых империй, начиная с Древней Ассирии, Персии, Рима и заканчивая Британией, Турцией, Россией, всегда скрывался некий смысл, логика и определенные исторические законы. Они не возникали только по зову своей захватнической похоти. В основе их роста лежали различные мотивы. Современный мир представляет собой глобальную капиталистическую систему. Многим кажется непреложной истиной, что именно капитализм в сочетании с либеральной демократией является конечной точкой в развитии человечества. Это некое общество благоденствия, к которому должны стремиться все народы. Не случайно американский философ Фрэнсис Фукуяма назвал ее «концом истории». Фрэнсис Фукуяма родился в 1952 году. Американский философ и политолог, работа которого «Конец истории» и «Последний человек» вызвала широчайший резонанс в научной среде и СМИ. Действительно, с точки зрения Запада, который представляет все мировое развитие через призму только собственной цивилизации, что только их цивилизация является истинной, и, естественно, их победа, тактическая, в общем-то, победа над Советским Союзом, стала восприниматься с эйфорией, как чуть ли не конец истории. Потому что вот эта борьба, в которую Запад вложил свои силы, она представлялась уже единственным смыслом его существования, и теперь он как бы охватил собой все, и смысл истории сам по себе прекращается, дальше остается только достаточно очевидная по последствиям борьба между севером и югом и так далее. Дальнейшее развитие мировой системы, по мнению Фукуямы, будет идти под знаком подтягивания отсталой периферии к уровню жизни и, самое главное, цивилизационным стандартам Запада. Однако эмпирическая действительность демонстрирует противоположную тенденцию. Китай, Индия, исламский мир отвергают его ценности, а экономический разрыв между Западом и большинством стран Азии, Африки и Латинской Америки не только не сокращается, но и стремительно увеличивается. Миллионы людей умирают от голода или находятся на грани выживания. Не случайно наиболее циничные западные идеологи открыто заговорили о концепции «золотого миллиарда». Если ранее благодушная идеология прогрессизма утверждала, что якобы все страны должны пройти по западному пути, и потом, через страдания, заплатив, так сказать, Западу за его учительскую роль, они придут к тому же процветанию, достаточно быстро стало ясно, что это неправда. Всех ресурсов Земли не хватит для того, чтобы даже половина человечества жила так, как живет, например, США. Это невозможно. США живут на таком высоком жизненном уровне именно потому, что очень многие страны, численно их превосходящие, живут намного беднее. Таким образом, одним все, другим ничего. По мнению отечественного социолога Сергея Карамурзы, за понятием «золотой миллиард» скрывается целостное геополитическое, экономическое и культурное видение мира. Согласно нему, развитые страны, сохраняя для собственного населения высокий уровень потребления, будут использовать остальной мир в качестве сырьевого придатка, зоны размещения экологически неблагополучной обрабатывающей промышленности, место хранения токсичных отходов и источника дешевой рабочей силы. В современной миросистеме России также уготована роль сырьевого придатка и источника дешевой рабсилы. Об этом говорят все действия Запада и довольно прозрачные заявления их лидеров, например, бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что неплохо бы нашей стране поделиться запасами Сибири. Зная об истинных намерениях Запада, многие отечественные политики и ученые упорно продолжают превозносить капиталистическую систему и либеральную демократию как конечную цель развития. Впору задаться сакраментальным вопросом из нашей истории. Что это? Глупость или предательство?
Есть либеральный блок, который мечтает о реванше. К сожалению, его поддерживают молодые люди, то есть те люди, которые родились уже, может быть, в начале 2000-х годов, да, ну, или в самом конце 90-х, и которые, в общем-то, вот того ужаса, разора и позора 90-х просто не видели, да, либо в силу того, что их тогда еще не было, либо в силу того, что они тогда были очень малы. Чему удивляться, если в научной и учебной литературе по-прежнему господствует формационный подход? Сначала был первобытно-общинный строй, затем рабовладение, затем феодализм и, наконец, капитализм как венец развития человечества, поскольку социализм потерпел неудачу. Однако весь наличный материал показывает ошибочность этой прогрессистской установки. Как показывал в своих работах американский социолог Иммануил Валерстайн, капитализм – это чисто западное явление, которое не обладает универсальностью и тем более не является неизбежным. Иммануил Валерстайн родился в 1930 году. Американский социолог и философ, один из основателей мир системного анализа, ведущий представитель современной общественной мысли. По мнению Валерстайна, все страны современного мира являются частью капиталистической миросистемы. Однако далеко не каждой из них отведена роль ядра, являющегося выгодоприобретателем в этом раскладе. Ядро – это Запад. Остальной мир – периферия или полупериферия, которые должны поставлять сырье, рабочую силу и размещать у себя низкотехнологичные производства. И когда нам говорят, что если мы там немножко поднатужимся, там, сломаем свое государство, как это вот в эпоху перестройки было, да, то есть проведем там социально-экономические, политические реформы, то мы сумеем постепенно как бы догнать Запад, да, и тоже перейти на стадию развитого капитализма. Не учитывается, что ядро уже занято, да. То есть существует целый ряд государств, которые как бы представляют собой ядро мирового капитализма. И свое место в этом ядре они, конечно же, терять не собираются. Да? То есть любая страна, которая сейчас встает на путь развития капиталистических отношений, как это сделала Россия, например, в начале 90-х годов, она обречена находиться на периферии мирового капитализма. Современная миросистема зародилась в XVI веке, когда стали возникать новые империи – испанская, голландская, британская и французская. В основе их фантастического территориального роста лежал капитализм. Капитализм требовал сброса избыточного населения Европы в колонии, которые одновременно являлись источником сырья и рынками сбыта промышленных товаров. В возникшей капиталистической миросистеме постоянно шла борьба за первенство или роль ядра. Отсюда мировые войны с постоянной периодичностью, вспыхивавшие в Европе. Семилетняя война 1756-1763 годов, наполеоновские войны, Крымская война, Первая и Вторая мировые войны – все это звенья одной цепи и результат борьбы за гегемонию. Классическая капиталистическая система сформировалась в период расцвета Британской империи, которая, устранив конкурентов в лице Испании, Голландии и Франции, к середине XIX века стала владычицей морей. А говоря в терминах Валерстайна, ядром капиталистической миросистемы. Британией двигал чисто коммерческий интерес, который выражался в дистанционной эксплуатации колоний. Те доходы, которые выкачивались с Индостана, они не шли ни в какое сравнение, например, с бюджетом, собственно, Британских островов. То есть там, в общем-то, мы видим абсолютно циничную политику выкачивания средств. Не говоря же, например, о политике в отношении Китая, где просто Британская империя создавала, собственно говоря, беспрецедентную политику подсаживания населения на наркотики. Британская Ост-Индская компания организовала бесперебойную поставку в Китай опиума, выращиваемого в Бенгалии. В результате чего торговцы стали зарабатывать баснословные барыши, тогда как миллионы жителей Поднебесной превратились в наркоманов. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Напротив, в Российской империи наблюдается часто прямо противоположное отношение к своим национальным окраинам. Периферия была дотационной в составе Российской империи, и чем позже включался то или иное пространство в состав империи, тем больше государство вкладывало туда средств.
Мы знаем, самыми убыточными регионами в конце 19 века для Российской империи были Финляндия, которая вообще ничего не платила в казну империи, а полностью все налоги тратила только на себя, и Польша, которая оплачивала только военные расходы, которые необходимы были для охраны ее собственных границ. А Российская империя никогда не придавала большое значение, например, экономическим выгодам от получения доходов от своих окраин. Здесь, собственно, имперский интерес, то есть обладание мощью огромной территории, рассматривались как самоценность. И никто не считал, какие расходы, например, государство несет в Средней Азии, а там колоссальные были расходы, на Кавказе, который всегда был убыточный во времена империи. Таким образом, капиталистическими державами двигала жажда наживы. Что касается традиционных империй, то они были идеократиями, поскольку они руководствовались не материальными интересами, а некими идеями. Политика Османской империи двигал панисламизм. Россия следовала концепции «Москва, Третий Рим». Быстрое и стремительное расширение Московской Руси на восток занимало умы многих мыслителей. Историк Василий Ключевский считал колонизацию просторов Евразии главным фактом российской истории. Однако он не дал обстоятельного ответа о причинах русского движения на восток. Объяснить это явление попытались в XX веке философы-евразийцы, видным представителем которых был Николай Трубецкой. Николай Трубецкой, 1890-1938, русский лингвист и философ евразийского направления. Трубецкой писал: «Московские цари, далеко не закончив еще собирание русской земли, стали собирать земли западного улуса великой монгольской монархии. Русский царь явился наследником монгольского хана. Свержение татарского ига свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву». Киевская Русь представляла собой такое типичное околоречное государство, а Московское царство представляет собой уже как бы империю, которая охватывает собой лес и степь. И в этом смысле она является наследницей Монгольской империи. То есть Трубецкой говорил, что в XIV веке ханская ставка переехала в Москву. Ну, естественно, это такой просто как бы красивый, как сейчас выражается, слоган. То есть его нельзя, он не обладает научной точностью, его нельзя понимать буквально. Речь идет о том, что, находясь в составе ордынского государства, как бы русский народ напитался вот этими энергиями державостроительства, да? И, может быть, даже бессознательно для самих себя как бы русские князья стали использовать политические традиции Орды, объединяя народы. Иван Грозный, происходя по материнской линии от самого темника Мамая, воспринимался в землях бывшей Золотой Орды как законный хан и даже как потомок Чингисхана. Исторический факт. В 1551 году нагайский мурза Белек Булат писал русскому царю: «Белек Булат мерза христианскому государю, белому царю много-много поклон. В той земле он сказывается Чингизовым прямым сыном и прямым царем называется». Именно поэтому в условиях агонии постордынских ханств многие народы, в том числе башкиры, добровольно приняли подданство Москвы. Были заключены договорные отношения по предложению самого царя, и башкиры вошли в состав российского государства на условиях уплаты ясака, несения воинской службы. Взамен сохранялась религия ислам и собственное землевладение, то есть вотчинное право на землю. Вот таким образом огромный регион мирным путем вошел в состав империи. И если мы будем говорить о дальнейшей истории Российской империи, то увидим, что вот этот механизм, отработанный здесь когда-то на рубеже 16-17 веков, он в дальнейшем использовался империей уже и в 18 и 19 веках. Мгновенное расширение московского государства, границы которого уже к середине 17 века достигли Дальнего Востока, можно объяснить только мирным характером этого движения. Здесь шла речь о том, чтобы народы, те, которые были в большом евразийском пространстве, которые были соединены и экономическими связями, и, значит, общим наследием, ордынским наследием, вот те народы, которые могли быть соединены, империя их и соединяла. Она пыталась интегрировать те народы, которые были, может быть, и чужды, скажем, с Польшей были очень трудные проблемы, потому что польские элиты поднимали восстание, не желали находиться в Российской империи. Но это была вот единственная, наверное, сложная проблема.
И Российская империя сохранила, кстати, все те народы, которые когда-то вошли в ее состав в 16-17 веках до сегодняшнего дня. Ни один народ не был уничтожен. Вхождение некоторых народов в состав Российской империи, например, грузин и армян, спасло их от уничтожения со стороны воинственных соседей. В 1795 году персидский шах Ага Мухаммед Каджар вторгся в Грузию, разбил войско царя Ираклия и вырезал население Тбилиси. Лишь вмешательство России спасло страну от полного уничтожения. И к концу XIX века Россия стала огромной империей. Огромная империя, но очень интересной. Здесь не было известного противоречия, которое сохранялось во всех империях сухопутных того времени. Если мы будем говорить про Австро-Венгерскую, Османскую империю или Морскую Британскую империю, когда была метрополия и колонии, когда из колоний, значит, выкачивались какие-то ресурсы, когда, значит, подавлялось любое народное движение и жестко боролись с элитами. Наоборот, здесь ситуация была очень интересной, потому что российская государственность в это время интегрировала элиты. Она старалась элиты включить в состав элит империи, и так оно и происходило. Не будем забывать, что бухарский эмир был приглашаем, значит, Ехивинский хан в Петербург. Они были назначены командирами гвардейских полков и других частей. Конечно, нельзя идеализировать Российскую империю, как и любую другую. В ее истории было кровавое подавление башкирских и польских восстаний, жестокое покорение Кавказа и Средней Азии. Однако глупо было бы упрекать Россию за стремление установить порядок внутри государства и расширить свои границы. Так поступила бы любая другая империя, поскольку в этом суть самой имперской идеи. Нельзя говорить о том, что в российских верхах не было искушения построить однородное национальное государство западного типа путем русификации нерусских народов. Еще такой известный историк второй половины XIX века, как Соловьев, отмечал, что у нас среди правительственных структур всегда было две точки зрения в отношении национальных окраин. Одна из них сводилась к тому, чтобы создать абсолютно гомогенное национальное пространство, то есть, говоря простым языком, русифицировать всех инородцев, вернуть их в православие и тем самым снять все противоречия, все проблемы, которые возникают в межэтническом пространстве. Другая точка зрения, которая, к счастью, доминировала во внутренней политике Российской империи и Советского Союза, предполагала сохранять и в какой-то степени защищать национальные культуры даже малых народов. Данная позиция учитывала тот факт, что многие народы, например, башкиры, оказывали ожесточенное сопротивление любым попыткам потерять свой статус служилого народа, которому при вхождении в состав российского государства были обещаны определенные вольности. Когда Петр I начал свою губернскую реформу, ставившую целью унификацию всех земель и народов, в Башкирии вспыхнуло мощное восстание, которое привело к фактическому выходу ее из состава России. Попытки опять создать такое абсолютно равное, гомогенное этническое пространство не делаются вплоть до эпохи Александра III. То есть до конца XIX века, когда вновь русификаторские тенденции оживают в российском правительстве. Идет насаждение русского языка, определенные гонения на ислам мы наблюдаем. И эта политика, к сожалению, была продолжена его сыном Николаем II, что стало одной из причин, в общем-то, той трагедии, которая произошла в империи в 1917 году. Большевики учли ошибки своих последних царей, при которых Россию стали именовать тюрьмой народов. Национально-государственное устройство Советского Союза отразило весь предшествующий опыт развития страны как Евразийской империи. В Российской империи не было такого тотального стремления, например, навязать, допустим, русскую культуру там, и так далее, да? То есть у народа всегда был выбор – сохранять свою национальную культуру или, например, переходить в православие и усваивать русский язык. То есть такого тотального подавления, например, как в Китае, в отношении неханьских народов такой политики не проводилось в жестком ключе. Вот. В этом отношении, повторяю, Российская империя, а потом и Советский Союз, который продолжил традиции, в общем-то, Российской империи, он сохранял определенный мир, определенный статус в отношении между народами.
И своего рода это был полигон национальной политики, кстати говоря, общемирового значения. Таким образом, методом проб и ошибок в течение веков выстраивалось здание российской государственности. Оно никогда не было унитарным национальным государством западного типа, но всегда многонациональной Евразийской империей. России был чужд принцип американского плавильного котла народов, поскольку, как писал евразиец Петр Савицкий, она представляла собой собор народов, в котором у каждого из них, как в хоре, был свой голос. Всего этого не было на Западе. Британская и другие колониальные империи несли заморским народам порабощение и смерть. Причем расизм европейцев находил себе религиозное оправдание в этике протестантизма. Она, во-первых, закрепляет деление людей на богоизбранных и отверженных Богом. Подобного в русской культуре нету. Там нет такого жесткого деления на тех, кого Бог избрал, на кого не избрал. А значит, по отношению к которым все позволено. Естественно, свои всегда ближе, чем чужие в любой культуре. Но степень жесткости совершенно разная. А главное, этому нет сакрального обоснования. В протестантизме есть. Таким образом, пропагандистское клише времен советского периода о звериной природе капитализма не так уж далеко от истины. Ведь социал-дарвинизм, выраженный в безжалостном лозунге «выживает сильнейший», либертарианство, воспетое в романах Айн Рэнд, и в конце концов латинская поговорка «человек человеку волк» – все это является духом капитализма, о чем давным-давно написал немецкий социолог Макс Вебер. Макс Вебер, 1864-1920, философ, историк и один из основоположников социологии, автор книги «Протестантская этика и дух капитализма». Безусловно, эта идеология совершенно чужда носителям традиционного мировоззрения. То есть наша российская цивилизация – это цивилизация, которая построена на ценностях трех традиционных для нас религий, да, православия, ислама и буддизма. И ни одна из этих религий не может разделить вот эту протестантскую теологию преуспеяния, поскольку теология преуспеяния предполагает, что есть богатые люди, это люди избранные, это эти люди, которые могут свысока глядеть на мучения тех, кого рынок оставил, так сказать, без средств существования, и есть там бедные люди, люди проклятые. Да? То есть наоборот, ценности нашей российской цивилизации, они построены на любви к ближнему, на стремлении к солидарности, на стремлении к взаимопомощи. В истории России было две попытки введения капитализма, которые закончились полным провалом. Первая была предпринята в конце XIX века, ответом на нее стала революция 1917 года. Второе пришествие капитализма вылилось в разруху лихих 90-х годов и также завершилось полным фиаско. И мы видим, что опять ничего не получилось. То есть, мы видим, что опять Россия сошла с этого пути и вышла на свой магистральный путь. То есть, может быть, хватит нам экспериментировать над своей страной, да, и пытаться надеть на себя одежду, которая нам не по размеру, которая совершенно нам не подходит. Может, нам стоит пытаться и продолжать развиваться своим путем, учитывая ошибки прошлого, стремясь их не повторять, но и в то же время не копируя слепо те образцы, которые есть на Западе, не считая, что Запад – это какая-то такая идеальная цивилизация. Запад – это, конечно, идеальная цивилизация только для себя самого, поскольку остальному миру в ней уготована роль сырьевой периферии. Результатом осознания этой реальности и стал новый курс России, отказавшийся быть вассалом Америки и выбравший путь на построение собственной модели развития. Саммит ШОС и БРИКС, проведение которого намечено в Уфе, яркое тому подтверждение. Нынешняя попытка возродить на новом уровне разные интеграционные проекты. А проекты ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, это тоже интегративный проект. Эта попытка, она, я считаю, носит не то что перспективный характер, она носит безальтернативный характер. Шаги сделаны, и, я считаю, нет у незападной части мира другого выхода, как в той или иной степени объединяться, создавать собственные финансовые системы. Современный мир становится все более многополярным, так как ни одной уважающей себя стране не улыбается быть периферией Запада.
А это значит, что конца истории, объявленного Фукуямой, не будет. Напротив, мы находимся в начале нового витка истории, на котором, надеюсь, нашу страну ждет светлое будущее.